Российский политический деятель Леонид Гозман с нами сейчас на прямой связи. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Только что закончилось заседание Совета Безопасности России. Путин завершил его словами. Он сказал, что, коллеги, я вас услышал, решение будет принято сегодня. Речь идет о признании так называемых ДНР и ЛНР. Какова вероятность того, что Путин решится на такой шаг? И как вам в целом заседание Совбеза РФ? Ну, вы знаете, оно производит совершенно отвратительное впечатление. Просто отвратительное, потому что это спектакль. Это совершенно недостойный спектакль. Понимаете, ведь никто даже не предполагал, что они там что-то обсуждают. Потому что, обратите внимание, как они сидят. У них нет возможности писать. Знаете, вот если вы на любом уровне, понимаете, я не знаю, редакционное заседание у вас проходит. Ну как, вот если вы что-то обсуждаете, значит, перед вами есть там бумаги, блокнот, там еще что-то, вы что-то записываете, вы как-то реагируете на то, что говорят другие, происходит какая-то дискуссия там и так далее, да? Да. Здесь он, как школьников, их вызывал по очереди, и они все должны были говорить, что да, они за. Когда Нарышкин там немножко запутался, то он, в общем-то, очень строго с ним разговаривал. Так ты, мол, скажи, наконец, четко, ты за или против? Ты как? Ты согласен? Согласен. Ты с этим согласен? С этим согласен. Все, Ваше Величество, совсем согласен. Ну, это ужас какой-то, понимаете? Вот. Никакого отношения к принятию решения все это не имеет. Они говорят то, что они понимают, что хочет услышать начальник. Вот это очень позорно все выглядит. То есть вы думаете, что Путин уже в вопросе признания или непризнания так называемых ЛДНР решение принял давно? Ну, по крайней мере, он хочет, чтобы ему сказали, что их надо признавать. Вот. Значит, сейчас действительно есть развилочка, он может попытаться как-то еще торговаться с Западом по этому поводу пару дней, но судя по его позиции нет. По-видимому, наиболее вероятно, что он сейчас все признает. Ну, кроме того, они же велели этим Пушилину, как его там, Пасечник, да, второй там, да, такой же, вот, значит, обратиться с просьбой о признании там и так далее. Вот. Так что я думаю, что предрешено. Ну а с другой стороны, если попробовать проанализировать, зачем это нужно Путину, что он этим добивается, потому что с одной стороны, если Путин признает так называемые ДНР, ЛНР, это и де-факто, де-юре уже выход из Минских соглашений, что для Украины в принципе неплохо, потому что Украина тоже со своей стороны понимает, что Минские соглашения в принципе имплементировать невозможно, и в какой бы трактовке они не были имплементированы, это все равно подрывает национальную безопасность Украины. И, в принципе, в итоге получается конфедерация в нашей стране. То есть выход России из Минска – это плюс Украине. Зачем это Путину? Это не только плюс Украине. Обратите внимание, что признание ЛНР, ДНР позволяет сделать две вещи. Позволяет, во-первых, держать там войска российские открыто. Уже не их там нету, а настоящие войска, да, профессиональные. Кроме того, обратите внимание, что на этом так называемом заседании Совета Безопасности говорилось о том, что Российская Федерация признает их в составе границ Луганской и Донецкой областей. Так. Большую часть территории этих областей контролирует Украина сейчас, правильно? Это значит, что открывается уже возможность для открытой войны. То есть тогда, смотрите, что будет. Донецкая и Луганская республики уже как признанные Россией независимые государства. Я уверен, что еще кто-нибудь признает. Абхазия, например, Осетия, такие великие страны тоже, конечно, признают. Почему бы и нет? Может, Приднестровье признает. Вот. И это самые независимые государства начнут войну за освобождение исконно своих территорий, а именно контролируемых вами частей Донецкой и Луганской областей. А Российская Федерация, подписавшая союзные договора с Луганской и Донецкой республиками, будет оказывать им военную помощь. Понимаете, то есть это уже такая легитимизация войны. И не мы эту войну начинаем, понимаете, мы что, мы мирные люди, мы ничего плохого не делаем. Мы только помогаем своим союзникам, у которых Украина оккупировала часть их территории,
злобные бандеровцы оккупировали часть их территории, а мы помогаем нашим единоверцам и так далее. Меня особенно тронуло, что Лавров сказал, что это атаки на славян и на православие. Это очень, так сказать, современно, конечно, совсем уже Третий Рейх. Вот. То есть это открывает новые возможности для России. И таким образом в Кремле думают, что смогут избежать тех адских санкций, о котором предупреждает Запад, и рассчитывают на то, что это не будет расценено как очередной акт агрессии? Может быть. Вполне может быть. Я думаю, что это безнадежно, но им может так казаться. Сейчас, после переговоров Макрона с Путиным, все обсуждают возможную встречу Байдена с Путиным в рамках саммита по обеспечению безопасности и мира в европейском континенте. Вот как вы думаете, какова вероятность, во-первых, того, что такая встреча может состояться, и, собственно, о чем на ней говорить, если по ключевым и принципиальным вопросам стороны вообще не сходятся? Вы знаете, ведь Владимир Владимирович это положение устраивает. То, что есть сейчас, вот это положение на грани войны, оно плохо для всех, кроме руководства Российской Федерации. И я думаю, что ему как раз очень хочется, я думаю, что он хочет встретиться с Байденом, но хочет встретиться с Байденом на фоне другой уже политической конфигурации. На признанных республиках, на подписанных с ними каких-нибудь там договорах, на введенных туда уже войсках законно и так далее. А теперь давай договариваться о мире. Мы же не хотим войны, давай договариваться о мире. Только вот это уже наше, это тоже наше. А теперь давай договариваться. Вот как-то вот так вот они на это и пойдут. Кроме того, я думаю, что Путину не надо договориться, а ему надо договариваться. Ему надо, чтобы с ним разговаривали, чтобы его держали за такого крупного начальника и так далее. То есть вот тут интересна ваша оценка, ваш анализ. Вообще, когда Путин затеял эту авантюру с так называемыми требованиями по гарантиям безопасности, которые заведомо были невыполнимы, на что он рассчитывал, чего он пытался добиться? То есть какого ответа он хотел увидеть от НАТО и США? Ведь все понимали, что ни в США, ни в НАТО никто никаких юридических гарантий относительно того, что альянс не будет расширяться на восток, бы не дал. И это было очевидно школьнику даже. Зачем это нужно было Путину изначально? Вы знаете, то, что очевидно школьнику, не обязательно очевидно президенту. Это разные вещи. Если вы помните, когда школьник попросил его подписаться на его телеграм-канал, то Путин спросил, что я должен подписать. Понимаете, вот у них как-то была разная компетентность в этом смысле. Значит, я полагаю, что Владимир Владимирович настолько презирает Запад, просто искренне презирает, да, что вообще слабые, жалкие, трусливые и так далее, то не исключено, что он думал, что когда он вот так вот пальцы в растопырку и попер как на буфет, как у нас говорят, да, то Запад испугается, как добропорядочный горожанин может испугаться уличного хулигана отмороженного. Да? Запад не испугался. Но цель, я уверен, что цель Владимира Владимировича – это не безопасность России, а цель Владимира Владимировича – это признание себя в качестве великого, в качестве Чингисхана такого там и так далее. И с ним стали разговаривать, к нему приезжают, его, как так сказать, уважают и так далее. А сейчас у него задача выйти из всей этой ситуации, сохранив лицо. Вот это вот главная задача на сегодняшний день Владимира Владимировича, мне так кажется. А как вы думаете, Запад даст возможность Путину сохранить это лицо? И в каком виде оно может быть сохранено, собственно? Во-первых, Запад, конечно, с удовольствием бы дал ему эту возможность, потому что никто не хочет войны. Понимаете? Это вот как, помните, спор у царя Соломона, когда две женщины спорили, чей ребенок, одна говорила моя, другая говорила моя, царь сказал разрубите его пополам и отдайте ему по половинке. И та женщина, которая сказала нет, не надо рубить, отдайте ей, вот это и была настоящая мать. И в результате он отдал ребенка ей. Да? Значит, суд Соломона такой был. И в этом смысле то же самое Запад. Понимаете, он не хочет войны. И поэтому, если удастся договориться с Путиным как-нибудь так, чтобы он говорил что угодно, что он всех победил, разгромил там, и так далее. А чтобы войны не было, то они это, конечно, поддержат. Да? Что это может быть? Я не знаю. Может быть, кстати, это признание ЛНР, ДНР, когда он скажет, вот видите, я
я долго терпел, но вот сейчас все, мы признали, теперь это наши союзники, русские люди, мы будем их защищать там. Еще чего-нибудь, это наша великая победа. Если бы ему этого хватило, то Запад был бы, я думаю, просто счастлив. Но ему этого не хватит. Ой, боюсь, что нет. Это риторический вопрос. Дякую вам тоже, пане Леониду. Чохсагуну, спасибо большое, что в наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Леонид Гозман, российский политический деятель, оппозиционер, был с нами на прямой связи.